BMW 530i для тех, кто любит рулить. Гауптвахта. Это место стало кафе. Это было очень волнительно. Это город больших денег, как наш Арбат примерно. Его снести и построить новую оперу. Айхын, как дела? Итак, это BMW 530i, полный привод X-Drive, 4-цилиндровый 2-литровый двигатель с турбонаддувом, 8-ступенчатый автомат. Разгоняется до 100 км в час за 6 секунд, максимальная скорость 250 км в час. В этой малышке 252 лошадиных сил. Джон, нам за это заплатили. Причем конкретно ты уже эти деньги потратила, поэтому надо отработать и записать это. Сколько, говоришь, лошадиных сил? 252. 252 лошадиных сил. Здесь под капотом. Самая мощная машина в этой Германии. 2-литровая. Турбонаддув. Турбонаддув. 8-ступенчатый автомат. 8-ступенчатый автомат. Ребят, вы такую машину еще не видели. 2 зеркала. 2 зеркала, 1 капот, 4 колеса и 1 крыша. Итак, мы пересели на BMW. Что я могу сказать? Машина очень дерзкая. Об этом говорит ее внешний вид, так и внутренне не уступает. Здесь просто все очень красиво, очень комфортные сиденья, удобный руль, он очень маленький, компактный, ну и просто приятный на ощупь. Итак, здесь также есть функция удержания полосы, как на Audi. Единственное, здесь мультируль, да, если я не ошибаюсь, это так называется. Очень удобно, здесь все на руле, в отличие от Audi. Но единственное, что могу сказать, BMW – это машина для тех, кто любит рулить. То есть я думаю, что мужчины отдадут предпочтение BMW, если выбирать из этих двух машин. В отличие от Audi, BMW требует постоянного контроля над дорогой. Она быстрая, резвая, она как Кристиан Грей. Умная, сильная. Он вежливый, сильный, умный, опасный. Мы читали о том, что она разгоняет до 100 км за 6 секунд. Сейчас мы едем по трассе, где нет ограничений скорости, и попробуем проверить это. Смотри, стажер, это новый Cortex 500, самая последняя модель радара. Скорость высвечивается здесь, позволяет работать из укрытия. Подходишь к краю дороги, на 30 сантиметров вытягиваешь руку. Все-таки начинать лучше со старой модели. Очень мягко сейчас давлю на педаль газа. Наверное, мужчины делают это несколько иначе, быстрее и разгоняются больше. Так, здесь есть проекционный дисплей, который выдает мне всю нужную информацию на лобовое стекло. Это очень удобно, я никуда не отвлекаюсь ни на какие дисплеи, не смотрю на спидометр. В этом нет необходимости, потому что вся необходимая информация прямо передо мной. То есть это ограничители, скорость, с которой я еду, все мои функции по удержанию полосы и так далее. Карту, я вижу справа карту. Это очень удобно, если водитель новичок или же невнимательный. Ну, просто здорово, ты никуда не отвлекаешься. Итак, мы заезжаем на парковочку.
Сфотографируй меня с цветами. Нафига? Ну, чтобы козел ревновал. Давай спросим, можно? Сфотай меня тоже? Давай. Напишу, что мне с Казахстана отправили. It's very beautiful. Привет. Привет. Мы, я так понимаю, примерно в центре Франкфурта. Ты счастлива или ты устала? Я очень счастлива, мне нравится Германия, даже нравится, чем Швейцария, наверное. Уж точно, чем Испания и Италия. Ну, такое, не я больше топчик. Швейцарии, наверное. Вот мы в шоппинг-центре Майзейл, да, правильно читается? Смотрите на его крышу. Видите эту воронку? Во время дождя, то есть стены и потолок здесь стеклянные, и вы видите, как стекает вода. Представляете? Ты сидишь внутри и наблюдаешь. Единственный момент, никто не знает, куда она стекает. Ну, может быть, во фрешах, которые я купила внутри этого шоппинг-центра. А это пешеходная аллея, как наш Арбат примерно. Вот такая красота. Франкфурт на Майне, или просто Франкфурт, это крупнейший экономический центр Европы. Это город больших денег. Удивительно, но факт, каждый пятый житель здесь работает в банке или же в какой-то другой финансовой отрасли. Франкфурт обладает безупречной транспортной инфраструктурой. Аэропорт Франкфурта сам по себе является местной достопримечательностью. Его площадь составляет 26 квадратных километров. Это огромный узел между Западом и Востоком. Он соединяет между собой 250 городов по всему миру. Друзья, всем привет! Я сейчас нахожусь на площади Гауптвахта. Изначально это название принадлежало только этому зданию, которое было в 1729 году штаб-квартирой милиции. Они, кстати, содержали еще тюремное помещение. Но эта штаб-квартира существовала до 1866 года, если я не ошибаюсь. И в 1905 году это место стало кафе, которое по сей день работает. Но во время Второй мировой войны его разгромили. К счастью, смогли вернуть первоначальный вид. Все. Ханс, засними, про эту оперу я знаю. Сокровище Франкфурта, старая опера, которая была возведена в конце 19 века и закончилось строительство в 1880 году. По большей части финансировалось строительство благодаря богатым жителям этого города. Но во время Второй мировой войны от старой оперы фактически ничего не осталось. И несколько десятилетий здание стояло в руинах. Тогда власти города решили полностью его снести и построить новую оперу. Но жители города протестовали и настояли на том, чтобы отстроить это здание и вернуть прежний исторический вид в стиле Ренессанса. Ну что ж, мы закончили все свои дела, оплатили парковочку. Давайте посмотрим. Штрафов нет. Наверное, потому что мы припарковались в положенном месте и оплатили парковку. Айхын, как дела? Audi A6 5.0 TDI с дизельным двигателем и турбонаддувом. Инновационная система... Ханс! Я здесь. Инновационная система безопасности, огромное количество датчиков и камер. Эта Audi была построена на платформе MLB Evo. На этой же платформе были построены новая Audi A8, Q7, новенький Touareg и даже Porsche Cayenne. То есть такая чудо-функция, полностью придумана для безопасности человека, в частности водителя. Если вы, к примеру, уснули, немаловероятно, да, на больших расстояниях, мало того, что он держит машину в одной полосе, не давая ей выйти вправо или влево, также здесь есть такая функция, как, грубо говоря, разбудить водителя. Сейчас мы продемонстрируем эту функцию.
Я отпускаю руль, отпускаю педаль тормоза, газа, все педали абсолютно. И сейчас посмотрим, как он себя поведет. Итак, мне вышло предупреждение взяться за руль. Мы этого не делаем, наблюдаем далее. Вот вы слышите сигнал. Так, вот, ага, натянулся ремень безопасности, машина начала дергать. То есть система пытается разбудить человека. Все. Все, мы полностью остановились. Газ нажми. Все. Это было очень волнительно. Машина полностью подготовила водителя к, может быть, предстоящему удару. Остановила полностью на случай, если человек уснул или ему стало плохо. Подстаканник, очки. Вы можете... Кстати, о телефоне. Здесь есть беспроводная зарядка. Бросил, не отвлекаешься, заряжаешься. Вы можете ставить флешки, симки, боже мой, миллиард функций. Эти 3 дисплея. С этого дисплея вы можете управлять машиной полностью. От телефона, музыки до кресел, до их подогрева, до их расположения. В общем, миллиард функций. На дисплее, в том, что передо мной, дублируется все с первого дисплея. То есть система навигации показывает, когда мне нужно повернуть. Есть шкала. То есть если вы примерно не ориентируетесь по карте, как это делаю я, или не делаю, точнее, то есть шкала, которая вот показывает вам, что вот прямо сейчас или через 3 секунды. Это очень удобно. А сейчас мы проверим, насколько комфортны задние сиденья автомобиля. Ну что ж, при моем росте 1,70 м здесь абсолютно комфортно. Я не напрягаюсь, я расслаблена. Очень приятная на ощупь кожа салона. Вот такие всякие удобные штуки. Кстати, здесь тоже есть дисплей, с которого вы можете управлять кондиционером сзади. Мне очень нравится. В общем, я проколесила около 1000 километров по Европе на этих 2 малышках. Что могу сказать? Наверное, многие предпочтут BMW 530i, в частности, мужчины. Но я, как девушка, и учитывая мой цвет волос, я отдала бы предпочтение Audi A6 за ее комфорт, за ее систему безопасности, за минимум усилий, которые нужно прилагать при вождении. BMW, да, конечно, она умная, дерзкая, сильная, но требует постоянного внимания, что не присуще девушкам. Audi очень комфортабельная, в ней 1000 функций безопасности. Машина для ленивых. На BMW же, если вы любите вождение, если вы хотите ощутить это путешествие на автомобиле в полной мере, то, конечно же, я думаю, что это BMW. Если же вы просто хотите посмотреть на пейзажи Европы, насладиться отдыхом, не уставая при этом постоянно крутя баранку, то это Audi. Как сделала выбор я. А что выберете вы? Спасибо, что были с нами в нашем видеообзоре. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И в следующем выпуске я расскажу о новых машинах. Да, расскажи про банк. Про банк расскажи. Сейчас, Ханс, пару слов допишу, ладно, в инсту. Какого хрена ты же мне сказал, что ты в разводе? Кто на тебе? Кто? Ты же не снимаешь? Не. Не снимай, Ханс запарил, не снимай. Кто она тогда? Джон, не кричи. Запарила меня. Угу. Капец, запарила. Что там у тебя? Бля, я вообще в шоке. Он говорит, да нет, говорит, это вообще мой телефон случайно оказался. Давай снимать, давай снимать. Да, да. В общем, мы наконец-то добрались до Франкфурта. Кстати, мы поменяли тачки. Мы пересели с Audi A6 на BMW 5. Ощущение совсем...
Джон, все нормально? Да, я душ принимаю. Тут просто стены прозрачные. Что? Стены прозрачные. Совсем раскисло, да? Все, все, спать. Давай, ладно. Спокойной ночи. Сегодня, ага. До завтра увидимся. Пока. Завтра с утра давай на съемки. пойдешь же завтракать? Да, пойду снимать. Спокойной ночи. Давай. Мамырдың айлы түні кеудемесіңді көк шөптің түтіні болу керек еді мен бір күні болса жүргенімде бір күліп күйдіріп алма. Привет, друг! Хочешь выиграть 100 тысяч тенге? Так как это финальная серия первого сезона, мы дарим денежный приз. Но для этого тебе нужно правильно ответить на 5 вопросов, которые вы найдете в описании под видео. А чтобы правильно на них ответить, вы должны были посмотреть все 5 серий первого выпуска. и генератор случайных цифр определит тебя. Условия под видео. Всем удачи! Пока. Увидимся в новом сезоне! Пока-пока!